Уважаемый Тимур, я вас приветствую. Спасибо, что нашли время поговорить. И я для своих подписчиков хочу вас представить. Тимур Варки, известный оппозиционный журналист из Таджикистана. 30 лет находится в изгнании, уехал из Таджикистана. Добрый вечер. Добрый вечер, Лейла. Добрый вечер, ваши подписчики. Тема нашего разговора – это вот военный конфликт, который произошел между Кыргызстаном и Таджикистаном. Простым кыргызам и таджикам совсем не нужна война. Мы понимаем, что они сотни лет жили вот в приграничных городах и селах. И такое впечатление, что военный конфликт нужен определенным силам. Давайте обсудим несколько разных вариантов, кому это может быть выгодно. Вот давайте начнем с того, что уже второй раз военный конфликт начинается, когда проходят какие-то такие крупные геополитические, скажем так, мероприятия. Год назад был саммит ОДКБ в Душанбе, когда началась тоже военный такой конфликт. И в этом году был саммит ШОС. Как вы думаете, это случайность или это как-то преднамеренно? У итальянцев есть поговорка «две случайности уже закономерность». Здесь вот как раз две, но вообще-то больше. Мы можем насчитать при желании таких случайностей, совпадений. Поэтому я не думаю, что это случайность. Мгм. Скажите, пожалуйста, вот если взглянуть на пресс-релизы пограничных служб и Кыргызстана, и Таджикистана, такое впечатление, что они повторяют друг друга, что вероломно вот та сторона напала, что та сторона начала огонь. Почему происходит такое вот, как будто бы зеркалят друг друга? Ну, знаете, и в Таджикистане, и, к сожалению, в Кыргызстане теперь у власти чекисты. Потому что рулят и делают погоду политическую в Таджикистане и, к сожалению, теперь в Кыргызстане чекисты. У нас Ятимов, Саймумин, а у вас Ташиев, Мгм. Хамчибек. Собственно, они по-другому не умеют, и их дело как раз поджигать и убивать, провоцировать и лгать. И они лгут под копирку, ничего удивительного в этом нет. То есть вы считаете, что это могло быть по их какому-то внутреннему договоренности? Вы знаете, вор вору, есть такая русская пословица, люблю поговорки и пословицы, ворон ворону глаз не выклюет, да? Рука руку моет. Значит, эти оба товарища не могут не быть в курсе о контрабандных потоках в одну и в другую сторону. Не могут быть не в курсе. И наверняка большую часть времени, когда они встречаются, время их встреч уделено именно этой проблематике, что они договариваются об этом. Мгм. И просто так сказать, проблемы людей, обыкновенных, обычных людей, которые живут на границе, вынуждены жить и живут там веками, тысячелетиями, народы живут рядом бок о бок. Их не волнуют эти проблемы. Эти проблемы копятся годами, особенно в последнее время, социально-экономические проблемы. Идет и демографический прирост, и рост просто так сказать, как снежный вал накопления социальных, политических и других проблем. Их не волнует, вот этих вот товарищей чекистов, эти проблемы, проблемы людей, то, что они живут окно в окно, да, эти люди, и что для них это трагедия, что сыпятся автоматные, пулеметные очереди, ракеты, бомбы и так далее на их дома. Они заложники там, они заложники вот этой политики.
они заложники незаинтересованности верхов решать пограничные проблемы. В Таджикистане у власти Эмомали Рахмон уже почти 30 лет. Он не занимался этой проблемой, не занимался демаркацией, делимитацией границы с Кыргызстаном, когда это можно было сделать. Он занимался самообогащением, захватом власти, узурпацией власти. Так называемый президент, 30 лет, да, он занимался рассаживанием своих родственников, зятьев по самым, так сказать, хлебным местам, да, захватывал всю экономику, он занимался гонениями на оппозицию, он занимался уничтожением собственного народа, 200 тысяч человек по, так сказать, по самым максимальным данным уничтожено этим режимом. Оппозиционеры, да? Вообще, вот начиная с гражданской войны, в которой он активно участвовал. Мгм. Тысячи и тысячи брошены в тюрьмы, 3 миллиона беженцев. Он принял Таджикистан, когда благодаря его бандам было около миллиона беженцев, да, и он потом бил себя в грудь, что вот он вернул миллион беженцев, и одна из его заслуг, пропаганда Рахмона об этом пела, годами поет. А теперь 3 миллиона беженцев. Мы можем их назвать беженцами, 3 миллиона таджиков, которые живут, вынуждены уехать, голосовать против режима ногами, вынуждены уехать из Таджикистана тоже и Кыргызстан, и в Казахстан, и в Россию. Таджикам нечего делить с кыргызами, кыргызам нечего делить с таджиками, они живут на одной земле. Но власти не заинтересованы, и таджикские, я думаю, новые кыргызские власти не заинтересованы в решении этих проблем. Они заинтересованы в использовании накопившихся и нерешенных годами, десятилетиями пограничных проблем, так сказать, заинтересованы, так сказать, ради личной выгоды, корыстных своих каких-то интересов, да? Экономических и политических, и, так сказать, являясь марионетками каких-то третьих сил. Мгм. Вот, кстати, о третьих силах я хотела как раз спросить. Очень много сейчас слухов, да, версий различных, предположений. И вот одна из версий в том, что вот я читаю от своих прокремлевских коллег, прям они топят это, я не знаю, в соцсетях очень усиленно, что Рахмон это прозападный, полностью легший под Америку, там, под Англию политик, так как у него дочь работает в посольстве Великобритании, и все активы у него в Лондоне. Вот, и, значит, он там под колпаком у Запада. Вот, как вы думаете, вообще такая версия реальна или нет? Главным активом Рахмона является его сын Рустам Эмомали, водворение которого на престол зависит от Москвы, от Путина. Это можно на этом поставить точку. Значит, Рахмон многостаночник, он и вашим, и нашим, и, так сказать, и с Великобританией дружит, и с США дружит, и с Китаем очень хорошо дружит, но самый, так сказать, самый главный его хозяин – это Путин. Поэтому мне вызывает улыбку вот подобные анализы ваших аналитиков о том, что Рахмон прозападный, вдруг прозападный. Если бы Рахмон был прозападный, он бы, наверное, не запрятывал журналистов на сроки и адвокатов на сроки вплоть до пожизненных в тюрьму. Да? Ну, Он вот, совершенно, несмотря на то, что доля инвестиций и грантов так сказать,
в этих долях США являются чемпионом, да, даже при, их доля превышает долю Китая, несмотря на это, Рахмон в первую очередь зависит от России. И он это понимает, и в Москве это тоже понимают. И знаете, если мы вернемся к началу разговора и вашему вопросу о совпадениях и случайностях, то мне всегда не очень нравится образ, который использовал Чарли Чаплин в одном из своих фильмов, там стекольщик, значит, с сыном, с мальчишкой. Мальчишка идет и бьет стекла камнями, а следом идет стекольщик Чарли Чаплин и говорит, кому стеклить, кому там застеклить. И, значит, и чинит, и они работают в паре и Мгм. работают, так сказать, на благо, на благо. Друг друга, да? Да, то есть, так сказать, делают одно дело, да. Вот Мгм. поэтому я не думаю, что на земле и в Кыргызстане, и в Таджикистане а, а, армейцы, там, солдаты, офицеры и находятся под каким-то влиянием Америки там, или Британии и так далее. Это совершенно абсурд. Да? Но то, что это происходит в дни саммитов ОДКБ, когда стекольщик бьет стекла, а потом их чинит или не чинит, а потом приходит и говорит, ну давайте, ребята, давайте жить дружно. Единственный, кто может разрулить эту ситуацию, это я. Да? Ни Китай не может, потому что там находятся базы и у вас, и у нас находятся базы российские. Мгм. И вот в связи с этим я хотела дальше продолжить, да, вашу мысль, что другая версия, кому это выгодно, звучит как раз-таки Россия. И, значит, Россию обвиняют в том, что она против строительства железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. И также, чтобы постсоветские страны вообще уходили от колониального влияния России. А, Как вы думаете, вот в этом плане может быть тоже вот невыгодно России, чтобы Кыргызстан становился самостоятельным и Центральная Азия вообще какую-то самостоятельную политику вела? Конечно, начиная с вообще Таджикистан просто наглядное пособие, да, как поступила Россия, когда в Таджикистане появились в 92-м, 91-м, 92-м году силы, которые захотели жить в независимом государстве, да, вести независимую политику, там, выбирать своих президентов. В Кыргызстане вам удалось, в Таджикистане не удалось, потому что в Таджикистане стекольщик разбил все и помог прийти к власти Эмомали Рахмону. Поэтому, конечно, и сейчас, когда ситуация и между Азербайджаном и Арменией такова, что Россия смотрит сквозь пальцы на ситуацию на Кавказе, и Путину выгодно, чтобы либерала Пашиняна скинули, и что к власти был приведен прокремлевский политик. Ему все равно, они уже продали, они предали армян. Таким же образом им все равно, кто сейчас, какая сторона будет побеждать. И им выгодно держать ситуацию, скажем, в ситуации управляемого хаоса, когда ни та, ни другая сторона не побеждает и несет потери, да, ослабляет друг друга. Потому что когда вы захотели жить самостоятельно, так же как Украина, вы получаете, что вы получаете? Вы получаете от гопника
значит, гранату в окно. Не смей. Мгм. Хочешь быть свободным, вот мы тебе разобьем все окна и, так сказать, все трубы и так далее, все стены. Будешь жить в подвале. Собственно, вот логика. И тогда придет, так сказать, стекольщик, да, миротворец, стекольщик с в белых перчатках, Мгм. во всем белом. Вот смотрите, у нас, был межнациональный конфликт, вот, в Башре, да, между кыргызами и узбеками, который был спровоцирован. Вот последнее время наши политики, они мне говорят, что, скорее всего, это были ГРУ, ну, то есть российские спецслужбы, которые спровоцировали. Но они боятся как бы это вслух сказать, причем это достаточно высокого ранга политики, которые говорят об этом. И сейчас, да, вот этот конфликт, который произошел, наш председатель ГКНВ говорит, что со стороны Таджикистана были бородатые люди там, в темных одеждах, и они атаковали. А таджикские СМИ также пишут, что сами, ну, кыргызы как будто бы их атаковали. Как вы думаете, могла ли иметь место вот такая провокация тоже? Ну, конечно, это не сами офицеры ГРУ были, но это какие-то их, да, люди, которые на них работают. Как вы такую версию? А зачем? Я не исключаю, что могли быть офицеры ГРУ, какие-то эксперты там, но есть же агенты влияния. А зачем, когда у вас Мгм. и у нас службой безопасности управляют агенты влияния Кремля, Путина, Ташиев и Ятимов, какие еще нужны офицеры ГРУ, когда вот их руками можно сделать все? Они управляют этим. Мгм. Собственно, тут ГРУ и не нужны. Мгм. Могут, не, скажем, могут и не понадобиться. Мгм. Также вот получается, что если есть и внешние игроки, которым выгодно, да, вот сейчас такой хаос, внутренние проблемы, они тоже могут решаться таким образом. Как вы в начале беседы сказали, что у Рахмона как бы много проблем, ну, социальных, да, среди народа. И чтобы как-то поднять дух населения, вот эта вот маленькая победоносная война, это вообще может на это рассчитывать его власть? Или это как бы просто такая версия? Ну, конечно, и сейчас, если последить за официальной пропагандой, официальными пабликами, да, нашего ГКНБ, там, МВД и так далее, значит, фабрики троллей и ответов, мы видим такой разгон патриотической пены, просто, значит, с пеной у рта, там, киргизы такие, такие сякие, давай вперед, давай то да сё. Играют на националистических чувствах. И я думаю, эта пена с обеих сторон нагнетается, Мгм. поднимается для, так сказать, выполнения, для канализации протестных настроений, для отвлечения народа от, так сказать, проблем, бытовых проблем, да, вот тех проблем, которые От ежедневных проблем. грядущего кризиса, кстати, который будет в результате вот Да, ну, конечно, чего, нужно найти виноватого, нужно найти внешнего врага, нужно показать, что вот враг там, враг у ворот, давайте, надо сплотиться вокруг власти, вот у нас враги, давайте там и так далее. у Не нас место. тоже, кстати, такое пошло, прям явно. Я, знаете, еще удивилась, обычно пресс-релизы государственных служб у нас очень аккуратно выверено каждое слово. В этот раз у нас пресс-релизы просто эмоциональные, какие-то недоказанные вещи там, ну, и они сами пресс-релизы госслужб
они как будто бы разжигают ненависть. Я вот поразилась просто работе в этот раз. Вот у меня еще такой вопрос. Я тоже читаю немного, что в таджикских соцсетях пишут, и там, значит, такой аргумент, что у вас президент с криминальным прошлым, там, зэк-уголовник, и наверняка это вот связано как бы связаны они с наркотрафиком. Возможно, это деление наркотрафика. Как вы думаете, вот вообще тема наркотрафика может иметь место вот как причина конфликта? Не исключено, что тема наркотрафика, тема контрабанды горюче-смазочных материалов, да, Мгм. одна из первых здесь, и делят рынок. Понимаете, я не исключаю. Я считаю, что это одна из ключевых проблем, да, один из ключевых, так сказать, вопросов, по которому они пытаются, так сказать, торговаться, да, в ущерб интересам людей, жизни людей, их домов, их имущества, и не могут договориться. Меня знаете еще что удивило? А, Идет саммит ШОС, а, и ваш президент, и наш президент прекрасно знают, да, что там на границе стреляют, и ни один не остановил ШОС, не встал, там, не сказал, что вы делаете, сейчас такое происходит, там, я прекращаю свое участие. Ну, мы ждали, во всяком случае, что наш президент может так сказать, но он даже в своем выступлении ни словом не обмолвился. У меня возникает такое впечатление, возможно, это было спланировано, возможно, даже те игроки, которые этим все рулили, они там же и находились, поэтому им было неудобно, невыгодно говорить об этом. Как вы думаете? То есть Ну, конечно, договоренность. конечно, они должны были сделать заявление. Это же из ряда вон выходящие вещи. И потом, это же, понимаете, когда, допустим, гибнет микроавтобус с мигрантами, возвращающимися на родину, вся пресса, все центральноазиатские республики, российская пресса, все пишут, там и все люди в соцсетях сочувствуют, выражают соболезнования, там президенты выражают соболезнования. Здесь погибли уже десятки, ранены сотни, разрушены дома, и ни слова ни ваш президент, ни президент Таджикистана, ну, то я не хочу сказать наш президент, он не мой, он не, вообще не президент, узурпатор Таджикистана, даже не президент, ни словом не обмолвились на, как бы, используя такую большую трибуну, да, могли бы хотя бы выразить сочувствие и соболезнование Мгм. семьям погибших, хотя бы, нет, ни слова об этом. Потому что они сидят в зале вместе значит, с теми, кто рулит ими, они марионетки. Они марионетки, которые сидят на этом месте, на своем месте, благодаря своим, так сказать, хозяевам, другим силам, Мгм. и они это прекрасно понимают, поэтому в их присутствии они не могут сказать об этом. Понимаете, вот шок вообще изначально создавалось как шанхайская пятерка, по-моему, шанхайская пятерка была стран, у которых нет друг к другу пограничных претензий, Мгм. в которых пограничные вопросы решены. И сегодня заседание ШОС, и происходит подобное. Ну, это скандал. Это Мгм. скандал. Это дискредитация и ОДКБ, и дискредитация ШОС. Мгм. Скажите, пожалуйста, вот мы с вами
рассмотрели, да, две версии, либо Россия, либо Запад, но еще же очень крупный игрок Китай. Как вы думаете, вот в этой всей конфигурации Китай эм, мог как бы тоже предвидеть или знать, что что-то готовится? В интересах ли это Китая, чтобы между вот нашими странами, которые крупные должники Китая, там, я не знаю, ну, что нас еще связывает, а, какая-то заварушка была, либо Китаю это совершенно не нужно, невыгодно? А, ну, у меня нет данных, и я не думаю, что а, Китай причастен непосредственно к, так сказать, к поджиганию или там разжиганию костра, поджиганию конфликта. Не думаю. Но, конечно, Китай, как любой другой кредитор, заинтересован в ослаблении, так сказать, того, кому он дает кредиты, да? В ослаблении центральноазиатских стран, которые могут стать легкой добычей, да? Мгм. Поэтому, да, Китаю это тоже может быть выгодно. В этом смысле последствия Мгм. ослабления двух центральноазиатских стран. Вместо того, чтобы центральноазиатские страны а, как бы задумались о том, чтобы создать некий, а, скажем, некую силу, да, отдельную, значительную Мгм. и достаточно влиятельную, да, если объединить центральноазиатские ресурсы и, так сказать, если эти страны выработают какую-то единую региональную политику, они могут иметь серьезный влиятельный голос и перед Россией, и перед Китаем, и, так сказать, перед Европой и так далее, да? Но такие попытки предпринимались, такие идеи витали, но на Земле мы не видим ничего, так сказать, стоящего, а, более То или есть менее получается, ага, реального. сильная Центральная Азия, она не выгодна ни России, ни Западу, ни Китаю. Нет. Мгм. А, Сильная Центральная Азия может быть выгодна, скажем, третьим соседям, дальним соседям, может быть выгодна Европе, может быть выгодна США, может быть выгодно странам Африки, может быть выгодно странам, ам, так сказать, там, Южной Азии там, и так далее, но вряд ли она выгодна России и Китаю. А вы заметили, как на этом шоссе поменялась вообще расстановка сил? Если раньше как-то Россия и Китай, они как бы на равных были, в этот раз получилось, что Путин, он как бы даже ниже Лукашенко был по статусу, и как бы все решал Китай, как будто все заглядывали только в рот Си Цзиньпиню, да, ну, главе Китая, и как бы Путин как будто просто региональный какой-то лидер стал. И, возможно, как-то усилить свой статус, именно из-под тишка сделать вот такую заварушку. Ну, я не знаю, у меня вот такое ощущение, у вас как? Ну, как бы здесь два вопроса. Вторая часть вашего высказывания нас относит к первому вопросу о том, что выгодно ли это Путину и к этой дороге, к потере России своих позиций в Центральной Азии за счет приобретений, за счет, так сказать, экспансии китайской, в лучшем смысле экономической, там, политической и так далее, да, экспансии Китая.
в Центральной Азии, то да, а, как бы создание помех для строительства, претворения в жизнь этого проекта железной дороги, соединяющей Китай и страны Центральной Азии. Да, это может быть одна из причин, может быть, не главных, может быть, побочных, да, для России. Но она имеет место быть, да, это причина в списке предполагаемых. Второй вопрос о том, что Россия теряет свои позиции перед, так сказать, перед Китаем, да, ну, как бы она сама выстрелила себе в ногу, сама отморозила себе уши назло Западу и, так сказать, назло всем, да, и назло Китаю тоже отморозила, и поэтому, ну, слабая Россия выгодный экономический партнер для Китая. Он покупает дешевый газ и дешевую нефть, и, так сказать, все по скидочным ценам, Мгм. все, что ему нужно. Мгм. Скажите, пожалуйста, мы можем рассматривать вот наш военный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном в одном ряду с такими конфликтами, которые происходят, ну, даже войной, да, между Россией и Украиной, и вот то, что происходит с Азербайджаном и Арменией. То есть, получается, э, союз, который развалился 31 год, достаточно э, мирно, да, произошло 31 год назад. И сейчас все-таки вот это вот, как это сказать, судьба как бы все равно вернулась назад, и все равно вот эта кровь начинает проливаться. То есть это было невозможно, чтобы бескровно такой союз развалился. Можно сказать, что это все-таки последствия развала союза, то, что сейчас происходит? В вашем вопросе несколько вопросов, но я думаю, что да, это последствия развала Союза, то, что происходит, и это следствие попытки неуклюжей, неумелой попытки Путина восстановить Союз. То есть на самом деле, как любит говорить Лавров, это контрпродуктивные действия. То, что делает Путин, дает обратный результат. Я не знаю, к счастью или к сожалению, он еще не только воссоздает союз или предпосылки для воссоединения союза, он делает наоборот. Он делает невозможным, он окончательно разваливает остатки руины Советского Союза. Там немножко разные ситуации на Кавказе и в Центральной Азии. Практически Армения уже сдана с потрохами Азербайджану и Турции, Союзу Турции и Азербайджана и их вооруженным силам. Путин уже проглатывает даже прямые обстрелы своих вооруженных сил в Армении со стороны Азербайджана. Просто даже нет никакого ответа ни со стороны Захаровой, ни со стороны Лаврова, и вообще ни со стороны никого вообще. То есть Армения просто предана, да? Вот, и предана, и продана. Но есть как бы считают некоторые люди, что есть в этом логика такая, что катастрофическое безвыходное положение заставит Армению попроситься в союз с Россией. В то время как Лукашенко очень искусно маневрирует и всячески избегает вхождения в этот союз, Армения, может быть, будет вынуждена войти. И, так сказать, я не знаю насчет Киргизии. Конечно, Путин хотел бы и включить
в такой союз Таджикистан и Киргизию тоже. Мгм. То есть прогнозы у вас неутешительные? Нет, Кыргызстан точно, наверное, не сможет воевать так долго, как Украина, и все-таки мы конечно. хотим выжить. Наверное, придется в этот союз все-таки вступать, как вы думаете? Не то, что я не знаю, я не могу сказать, что придется. Мгм. Видите, Сценарий такой, да? с- а, знаете, украинцев, я еще одну поговорку скажу, украинскую. А, Есть-то он есть, да кто же ему даст? Ага. Ага. То есть, вот Украина не дала, да, съесть себя. Поэтому, собственно, это зависит. Все думали, что Украина рухнет за 2-3 дня, и даже там Зеленскому предлагали эвакуироваться и так далее, и так далее. Ну, видите, как все повернулось. Поэтому ничто не предрешено. Мгм. Свободу воли никто не М. отменял, данную Господом Богом, да, Аллахом, свободу воли никто не отменял. Значит, несмотря ни на что. Такое Алло. стремление есть остаться, независимым, или если вынудят, все равно как бы тоже вот войдут в этот союз, в Вы, империю? вы про Колонию. Таджикистан говорите? Да, да, вот про Таджикистан я спрашиваю. Видите, Таджикистан, Рахмон сопротивляется, видимо, хороший Рахмон, хороший друг Лукашенко и, видимо, неплохой ученик Лукашенко, и он торпедирует уже несколько лет вхождение, предложение войти в Евразес. Мгм. Он все время рассказывает. И, возможно, даже вот эти вот столкновения на границе будут ему еще одним для него аргументом, почему я не могу войти в Евразес. У меня вот с соседом, так сказать, не лады. Мы не можем договориться по границе. Поэтому какой может быть Евразес и таможенный союз, если мы, значит, здесь на границе воюем с Киргизстаном? Мгм. Таможня — это одно из серьезнейших средств, одно из главных средств, может быть, обогащения рахмоновской семьи. Мгм. А, Только с одного направления в год или даже в полугодие мимо бюджета $1 миллиард проходит в карман семьи. Там часть оседает, конечно, там, по всяким карманам и кабинетам, так сказать, людей в погонах в таможне, но немалая часть идет наверх. Мгм. И таких границ у Таджикистана 4, значит, не только Китай, мы можем, значит, догадаться, что примерно, я не знаю, ну, пусть не по миллиарду, но по полмиллиарда, наверное, есть из других, да. Возьмем, значит, там 1,5 и здесь миллиард. Ну, 2,5 миллиарда долларов ежегодно оседает где-то в офшорах на счетах Рахмона и его семьи. Поэтому Рахмон всячески торпедирует все предложения о вхождении в таможенный союз Евразес. Мгм. Вот. А войти в союз, ну, я не думаю, что Рахмон при жизни на это пойдет, и вряд ли он даст, так сказать, такой совет своему сыну. Мгм. При этом, при этом, Таджикистан, по-моему, чемпион среди стран Центральной Азии по приросту граждан России ежегодно. Там, по-моему, 300 тысяч человек получают гражданство России.
То есть люди бегут, люди получают гражданство России, пытаются, для них это какое-то, я не знаю, счастье. Но, к сожалению, вот так. Мгм. Скажите, пожалуйста, ну, хочется хоть какой-то позитив в конце услышать, но у нас что-то не очень весело. Неужели с демократией в Центральной Азии у нас уже все? Если вот так сильно Рахмон пустил корни, у нас тоже не все так стабильно. Часто, с одной стороны, часто меняем президентов, но качество не улучшается. И как бы тоже о народе мало что думает. Каждый новый президент обогащается и все. Как вы думаете, есть ли, все-таки вы 30 лет живете в Европе, вы видите там действительно настоящую демократию, у нас будет какой-то свой путь? Или все-таки мы опять к ханству вернемся и такое вот феодализм, и так, чинопочитание, как всегда? Знаете, путь очень долгий, путь будет тяжелый, непростой, но идти надо. И проблемы, конечно, и соседи. Нам всем очень повезло. Вот. Но тем не менее, у нас есть перед глазами Северная Корея и Южная Корея, да. У нас есть примеры Европы, европейских стран. В разных европейских странах, даже в Евросоюзе разный уровень жизни, разный уровень, так сказать, демократии и так далее, свободы слова, разный уровень в разных странах. Но, в общем, это, видимо, зависит от качества гражданского общества. Надо заквашивать. Знаете, притча есть. А, То ли Александр Македонский, то в других вариантах там Тимурлан или Чингисхан едет со своей свитой по берегу озера и видит там суфия, значит, дервиша, который чаку выливает из пиалы, из косы выливает воду этого озера. И, значит, этот повелитель и военачальник спрашивает его: значит, нищий, оборванец, что ты делаешь? Ты сам ходишь, так сказать, в рванине, и ты сам голоден, зачем ты туда выливаешь воду, значит, Чекова? Он говорит: я заквашиваю озеро, я хочу заквасить озеро для того, чтобы накормить народ. Значит, вот такая притча. Значит, несмотря ни на что, несмотря на то, что озеро большое или там болото, значит, надо это делать. Если мы это не будем делать, за это нас никто, ни дядя Вася, ни дядя Петя, ни Не дядя Путин, Вова. ни Вова, ни Си Цзиньпинь, ни Эммануэль Макрон, ни Ли Страс, там, никто там еще за нас это не сделает. Мгм. Понятно. Хорошо, будем бороться за демократию и рассказывать людям правду. Спасибо большое. Доброго, хорошего пути. Хорошо. Спасибо Всего вам.